Такими молчаливыми одиночными акциями активисты-общественники хотели сказать решительное нет новациям ювенальной юстиции, то есть системе защиты прав несовершеннолетних. Конкретно претензии возникли к проекту постановления, что описывает порядок изъятия детей из семей. Раскручиваются под соусом того, что у опеки не хватает прав. На самом деле для работы с такими семьями у опеки права есть. Но очень много случаев, когда опека изымает детей, когда нет на самом деле таких оснований. Практика, которая применяется сейчас органами опеки для изъятия детей из семей, будет закреплена. Мы протестуем против этого. Организаторов пикетов смущают некоторые формулировки документа. Так, по их мнению, понятие «непосредственная угроза жизни и здоровью ребенка» станет шире, а значит, семьям будет хуже. Активисты опасаются, что под размытое понятие «длящееся семейное неблагополучие» могут подвести ситуации, где ребенку угрозы нет, и его изымать не стоит. А под определение «жестокое обращение» могут попасть и обычные воспитательные меры. Как говорят казанцы, лишать родителей прав и отнимать у них детей нужно в самых крайних случаях. Ну, а зачем изымать? Может быть, у них все, в принципе, хорошо, какую-то проблему надо одну решить. Сначала с родителями надо провести беседу, а потом уж изымать. А и в другом месте им лучше, что ли, будет? Здесь все равно лучше в семье, чем в детском доме. В родительских сообществах Татарстана считают, к таким документам нужно подходить детальнее. Я считаю, что тот вариант ювенальной юстиции, который нам западные технологии приносят, он не совсем нам приемлем на самом деле. Потому что у них очень часто, мы же знаем ситуацию, что доходит до маразма. Грубое слово скажешь, предположим, в сердцах. И до этого достаточно, то есть ребенок пойдет, тебя заявит в полицию, и у тебя ребенка могут забрать. Считаю, что в нашем законодательстве сегодня достаточно регламентов для того, чтобы контролировать семью, для того, чтобы защищать права детей в неблагополучных семьях. Любые нововведения, которые лишены конкретики и которые имеют такое достаточно расплывчатое название, в первую очередь вызывают напряжение, потому что за этой расплывчатостью можно внедрить все, что угодно. Авторы документа считают, новое постановление созрело потому, что прежнее не менялось с 1998 года. Российский уполномоченный по правам ребенка говорит, ювенальной юстиции бояться не стоит. И что касается ювенальной юстиции, это, безусловно, в России воспринимается как нечто негативное, угрожающее семье. Пока, не пока, как говорится, здесь уже, может быть, пока. Может быть, и потом будет еще более серьезное сопротивление, если мы не разложим это понятие на то, что это есть на самом деле. Пока все всем доходчиво не объяснили, пикетчики собираются и дальше стоять на своем. Добавим, что по тем или иным причинам в минувшем году из татарстанских семей изъяли более 2000 детей. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.